Сегодня мы проводим завершающий джума в этом году. Мы знаем, что в месяц Рамадан был ниспослан Коран. Но помимо этого, в месяц Рамадан была ниспослана Тора, была ниспослана Библия. Месяц Рамадан — это путь к Господу миров. Через особое внимание, особый акцент на повторении, чтении Корана. Так как это делал Джибриль, алейхиссалям, с пророком. Попробуйте ответить себе на простой вопрос. Только честно и искренне. Что значит для меня месяц Рамадан? Что он значит? И никто не сможет дать ответ на этот вопрос. Может быть, тусовка, вкусно поел. Так поел, что лень встать на намаз, веселая болтовня и так далее. И тот, кому не было прощено в этом месяце, поверьте мне, он в убытке, он пропал. Сегодня мы проводим завершающий джума в этом году до наступления Рамадана. Инша Аллах, если на то будет воля Всевышнего, и мы доживем, то следующий джума мы уже встретим в Рамадане. И мы уже говорили про месяц, про отношение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к месяцу Шаабан. И мы говорили о том, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, готовился к встрече Рамадана. И мы привели в предыдущих джума, наставлениях, проповедях образы наших праведных предшественников, которые говорили, что месяц Шаабан, в частности, подобен основным воротам, ведущим к дверям Рамадана. И мы говорили, что праведные предшественники говорили, что Раджаб — это месяц благодатных ветров, Шаабан — месяц благодатных облаков, а Рамадан — месяц благодатного дождя. Итак, вот он, совсем скоро, Рамадан. В чем же отличие, особенности этого месяца? Что этот месяц означает для исламской уммы? Я бы хотел поговорить именно об этом сегодня. Я буду обобщать. Итак, особенности этого месяца. Источники зла в этом месяце ограничиваются. В какой-то мере даже перекрываются. Источники добра открываются. О чем? О чем это? А это о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Хада шахру Рамадан джаакум». Вот он, месяц Рамадан, пришел к вам. И в нем открываются двери рая, врата рая. И закрываются двери ада. И дьяволы сковываются в цепи. И это, братья, проявляется практически уже с первой ночи Рамадана. А кто не знает, по исламскому календарю день начинается с ночи. Как говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом. Когда наступает первая ночь месяца Рамадан, шайтаны, дьяволы сковываются. В некоторых версиях говорится марадату эль-джин, то есть самые большие, рьяные джинны, дьяволы сковываются в цепи. Закрываются врата ада. И ни одна дверь не открывается. Открываются врата рая, и ни одна из этих дверей не закрывается. И воззывает воззывающий: «Я багиль хайр», о стремящийся к благому, «Акбиль», устремись. «Ва я баги шар аксар», о стремящийся к злу, остановись. И у Аллаха каждую ночь есть
те, кого Он освобождает от огня. Что значит врата рая открываются, врата ада закрываются, сковываются дьявол? Примечательно, что ученые по-разному это толкуют, и все эти толкования имеют место быть. И прямой смысл, что в прямом смысле врата ада закрываются, врата рая открываются, и об этом пишет имам ан-Навави. И переносный смысл, что предоставляется возможность за совершенные деяния, благородные, благочестивые поступки получить как можно больше воздаяния. И все это упоминает имам ан-Навави, ссылаясь на праведных предшественников в своем толковании. Месяц Рамадан – это месяц очищения. Готовы ли мы очиститься? Опять же, как об этом сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, 5 намазов от джума до джума. Сегодня джума. От Рамадана к Рамадану. Все это служит мукаффират, искуплением ма байнахум, всего того, что содеяно между этими промежутками. Иза джтунибатиль кабаир, если не совершаются тяжкие грехи. Милость Аллаха настолько велика, что Он мусульманину прощает его мелкие грехи, мелкие проступки. Если он в основной магистрали ходит на джума, совершает 5 намазов и постится в месяц Рамадан. А вот он вам удивительный случай. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям трижды сказал амин однажды. Сподвижники удивились, сказали, о чем это? И тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям пояснил. Он сказал: ко мне пришел Джибриль и сказал: у кого я был упомянут, и он не сказал при этом саллаллаху алейхи вассалям, то есть не сделал это дуа, да, за пророка саллаллаху алейхи фадахаля нар, в итоге попал в ад, фаабадаху Аллах, и Аллах отдалил его от своей милости, имеется в виду. Факульту амин, я сказал амин. Ваман адрака ахада валидейхи фадахаля нар, фаабадаху Аллах. И относительно того, кто застал своих обоих родителей, и несмотря на это попал в ад, и Аллах отдалил его, и я сказал амин. И третий человек: «Оман адрака Рамадан», и тот, кто застал Рамадан, фалям югфар лаху, но несмотря на это не было прощено ему. То есть он не удостоился, несмотря на этот великий месяц, на возможности в этом великом месяце. Фаабадаху Аллах, и Аллах отдалил его. Факульту амин, и я сказал амин. То есть Джибриль постфактум говорил о людях, а пророк саллаллаху алейхи ва саллям вслед за ним говорил амин. Месяц Рамадан, братья, это месяц священных писаний, ниспосланных священных писаний. Мало кто об этом знает. Упоминается о том, что в месяц Рамадан, мы знаем, что в месяц Рамадан был ниспослан Коран. Шахру Рамадан аллази унзиля фихи аль-Коран. Но помимо этого, в месяц Рамадан была ниспослана Тора, была ниспослана Библия и другие писания, как об этом упоминается в сообщении. Имам Ахмад его приводит. Унзилят сухуфу Ибрахим алейхиссалям фи ауали лейлати мин Рамадан. Свитки Ибрахима, Авраама, мир ему, были ниспосланы в первую ночь Рамадана. Инджиль ли салясати ашра халат мин Рамадан. Библия спустя 13-й день Рамадана. Ва унзиля аль-Курану ли арбаин ва ишрина халат мин Рамадан. А Коран был ниспослан 24-й день. Риваяты есть
относительно этого. В Рамадане есть Эверест, есть кульминация. Что это за Эверест? Что это за кульминация? Конечно же, ночь предопределения. Лейлатуль Кадр. Вама адрака ма лейлатуль Кадр. О которой Аллах сам говорит, привлекая наше внимание. А что же это за ночь такая? Ночь предопределения. Это ночь хайрум мин альфи шахр. Это ночь лучше 1000 месяцев. Деяния, совершенные благие в это, соответственно, преобладает столько же раз. Саламун хия таназзалу аль-малаикату ва руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. В эту ночь не спускается на землю ангел. И нет места даже пустого. И наступает спокойствие и мир, вплоть до рассвета. Месяц Рамадан – это месяц духовного очищения, покоя души и тела. Через что? Через пост, соответственно, и салату таравих. Таравих от раха. То, посредством чего душа мусульманина обретает покой, очищается. И мы знаем, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман кама Рамадан иманан ва ихтисабан». Кто молился дополнительно в месяц Рамадан, выстаивал ночь месяца Рамадан в намазе, это не означает всю ночь. Иманан ва ихтисабан, веря в то, что за это полагается награда, надеясь на награду Всевышнего Аллаха, веря в это во все. Гуфира лаху ма тақаддама мин данбихи. Ему будут прощены все его предыдущие грехи. Месяц Рамадан – это перезагрузка. Перезагрузка через глубокое поклонение, переосмысление. И мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, практиковал особый вид поклонения именно в этот месяц. Хотя он может быть совершен и в другие месяцы. Но он вазаба алейха, то есть он перед жизнью постоянно это совершал. Это иатикаф, неотлучное пребывание в мечети. И передается, что он сначала в середине пребывал, а потом последние 10 дней пребывал в иатикафе, в мечети. Месяц Рамадан – это путь к Господу миров. Через что? Через особое внимание, особый акцент на повторении, чтении Корана. Так как это делал Джибриль, алейхиссалям, с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. В месяц Рамадан он полностью повторял с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, все, что было ниспослано из Корана. Месяц Рамадан – это месяц щедрости. И как упоминается в сообщении от Ибн Аббаса, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был самым щедрым из людей. Но в месяц Рамадан, когда его встречал Джибрил, он был особо щедр. «Окяна ялкаху фи кулли лейла мин Рамадан». И при каждой встрече ночью, когда он встречался с пророком, фаюдарисуху аль-Коран, они повторяли Коран. «Фаля Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, аджваду бил хайри мин ар-рих аль-мурсаля». И посланник Аллаха был настолько особенно щедр, подобно вольному ветру, такой образ. Дорогие братья, в месяц Джума, в день Джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы.
Я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лякум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восхваляем, лишь Его прославляем. И лишь Его молим о помощи, о прощении. Лишь к Нему мы взываем. Кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. Кого Аллах введет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. А после? Итак, после того, что вы все услышали, поверьте, это на самом деле не все, а самое-самое такое яркое и основное, что можно было бы отметить относительно месяца Рамадан. Что бы я хотел сказать вам? В первую очередь себе, дорогие братья. Попробуйте ответить себе на простой вопрос. Только честно и искренне. То есть акцент на этих двух словах. Честно, искренне. Что значит для меня месяц Рамадан? Что он значит? И никто не сможет дать ответ на этот вопрос. Тем более искренне и честно, кроме нас самих, самим себе. Я о том, что мы в большинстве случаев, в принципе, слышали о том, что было все сказано. О великих достоинствах этого месяца. Но разум наш на самом-то деле не осознал этого. Возможно. Я об этом. Душа наша не пропиталась. Возможно. Я об этом. Как определить? Как прочувствовать? Что значит месяц Рамадан для меня? Попробуйте, просто обратите внимание на те ассоциации, которые у вас возникают. Я сказал месяц Рамадан. Какие ассоциации? Первая ассоциация. Что у вас возникает в голове? От чего вы испытываете удовольствие? Что вы вспоминаете из предыдущих Рамаданов? Кто-то может сказать братья, ифтары, обстановка. А ведь на самом-то деле что может быть? Может быть тусовка, вкусно поел. Так поел, что лень встать на намаз, веселая болтовня и так далее. Как две стороны медали. И только вы будете знать, какая сторона медали ваша. Только от ваших искренних устремлений, намерений это зависит. Еще раз подчеркиваю, никто, кроме нас самих, не прочувствует это. Но мы обязаны это прочувствовать, потому что это особенный месяц. В этом месяце есть особенная ночь. И тот, кому не было прощено в этом месяце, поверьте мне, он в убытке, он пропал. Я очень надеюсь, чтобы мы застали этот месяц, воспользовались этой милостью Всевышнего Аллаха, очистились, перезагрузились, переосмыслили, возможно, ошибки, грехи, которые были совершены. Возможно, кто-то начал свою жизнь с нового листа. Братья, призываю в первую очередь себя самого, потом каждого из вас, к тому, чтобы эта великая возможность не прошла мимо нас.